10 марта 1720 года Петр I подписал Генеральный регламент или устав, документ, ставший краеугольным камнем в истории архивного дела России. Этот первый в стране государственно-правовой акт не только предписывал центральным учреждениям передавать документы в архивы, но и устанавливал обязательный учет всех государственных бумаг. Именно с него берет свое начало организованная архивная служба российского государства. Книги, документы, дела учиненной регистратуры, когда онные 3 года в канцелярии и конторе лежали, потом в архив с распиской архивариусу отдаются. Основные положения Генерального регламента сохраняют свою актуальность и по сей день, подчеркивая дальновидность Петра Великого. Архивы – хранители историко-культурного и административного наследия общества. В нашем городе функции по сохранению и приумножению документального достояния возложены на общий отдел администрации и городской архив. Интинский архив осуществляет деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию документов. Но основная деятельность архива связана с предоставлением архивных справок, архивных копий и выписок из архивных документов на основании запросов граждан и юридических лиц. В большинстве поступают запросы о подтверждении трудового стажа и о заработной плате. Ежегодно специалисты архива подготавливают в среднем 4700 запросов. В нашем архиве хранятся документы по личному составу ликвидированных предприятий, организаций и учреждений, находившихся на территории Инты. В настоящее время на хранении находится 193 фонда в количестве 121 434 единиц хранения, большинство из которых это документы по личному составу предприятий угледобывающей отрасли. Городской архив, занимающий 821 квадратный метр, это не просто хранилище документов, а живой организм, где каждое дело проходит через заботливые руки профессионалов. Сотрудницы архива, проявляя исключительную тщательность, обеспечивают сохранность и оперативную доступность архивных фондов. Они занимаются подготовкой справочных сведений, реставрацией ветхих документов, их систематизацией и размещением в хранилищах. Муниципальный архив бережно хранит документы, отражающие трудовой путь жителей Инты, работавших на ныне несуществующих предприятиях. Администрация города, в свою очередь, ведет учет личных дел своих сотрудников и обеспечивает сохранность управленческой документации бессрочного хранения. Этот фонд является хранилищем уникальных документов, подлинных первоисточников и носителей истории нашего муниципального округа. Основная масса нашего архивного хранилища занимает это документы на бумажном носителе. Самый старый, так называемый древний документ, это документ датирован 1935 годом, это хозяйственная книга основных производственных показателей хозяйственных колхозников колхоза «Урал», то есть, который находился в селе Абесь. В этой книге регистрировали хозяйства, которые находились в том или ином селе. Помимо архивных документов администрации, и у нас имеется такой фонд, это фонд сел Интинского района. Особую ценность нашего архива представляет подшивка газеты «Искра» со дня ее создания. То есть самый первый документ датирован 1954 годом. И то есть за все ее существование, то есть все подшивки за все годы имеются в нашем архиве. Бесценные свидетели прошлого требуют к себе трепетного, деликатного и заботливого отношения. Для правильного и долговременного хранения архивных документов необходимо соблюдать несколько ключевых условий. В первую очередь это температурно-влажностный режим, то есть оптимальная температура 19 градусов, при относительной влажности 55%. Второй режим – это световой режим. Для его соблюдения на окнах установлены металлические жалюзи. Искусственное освещение при необходимости. То есть пока специалист находится в архивохранилище, мы включаем свет приглушенный. Архивохранилище у нас находится под охраной и пожарной сигнализацией. Надлежащий уход за архивными фондами гарантирует сохранность бесценных сведений и обеспечивает их доступность, в том числе для проведения научных исследований. К нам в архив обращаются исследователи, которые
работают с архивными документами и пишут свою исследовательскую работу. И вот на основании архивных документов, хранящихся в нашем архивохранилище, написаны вот книги, такие как «Город на Большой Инте». Вот одна из книжек «Спортивная летопись Инты». Также использованы и архивные документы, фотодокументы. Более 3 столетий архивы служат надежным мостом между прошлым и настоящим, оставаясь незаменимыми и сегодня. Пусть преданность делу всех, кто заботится об этих сокровищах и впредь обеспечивает сохранность информации и ее передачу будущим поколениям. Ведь именно благодаря их труду знания не теряются, а становятся доступными и полезными для общества. С Днем архивов!